перечислять налоги одной платежкой, без рисков путаницы в реквизитах и сроках, следить за общим балансом счета, возвращать переплату за один день. Все это оказалось возможным благодаря новым правилам 263-го федерального закона. Согласно ему, с 1 января 2023 года налоги и страховые взносы уплачиваются по принципу единого налогового платежа. Для перечисления платежей предусмотрен единый налоговый счет. К примеру, если налогоплательщики имели по каждому налогу отдельную карточку состояния расчетов с бюджетом и уплачивали отдельными платежными документами по каждому налогу, то теперь налогоплательщику достаточно одним платежным документом уплатить в совокупности все свои обязательства по всем налогам, которые он должен оплатить в этот месяц, одним платежом, одним платежным документом, с указанием всего лишь по факту два реквизита. То есть первый это ИНН, а второй реквизит это совокупная сумма обязательств налогоплательщика. Налоговой службой разработаны рекомендованные образцы заполнения платежных документов. Платежку можно заполнить один раз и затем менять в ней только сумму. Деньги автоматически распределяются по нужным обязательствам налогоплательщика. В платежном документе остались также реквизиты по назначению платежа и так далее, но теперь они статичны, одно КБК по всем налогам, поэтому в совокупности, если налогоплательщик, в принципе, единожды заполнил платежное поручение, то ему в дальнейшем остается менять только лишь сумму и уплачивать свои налоги. Отказаться от нового порядка и использования единого налогового счета нельзя. Все внесенные изменения и правила являются обязательными для всех налогоплательщиков. К чему это было сделано? В первую очередь для того, чтобы облегчить систему уплаты для налогоплательщиков. В первую очередь. Потому что при уплате в большинстве случаев бухгалтерами, ответственными лицами за ведение бухгалтерского учета при оформлении платежных документов, при оплате допускались значительные ошибки. Также это приводило к несвоевременному поступлению денежных средств в бюджет, к возможным жалобам налогоплательщиков, потому что когда денежные средства не имеют конкретных реквизитов для поступления, назначения, этот платеж он как бы остается в невесомости. С переходом на единый налоговый счет вступили в силу и другие изменения. И все они, по словам налоговиков, предусмотрены для удобства плательщиков. Например, теперь уже не существует понятия «трехлетний срок с момента уплаты». Раньше мы с вами знаем, что в соответствии с НК, если налогоплательщик уплатил сумму и с момента платежа прошло более 3 лет, эту сумму он не мог ни зачесть, ни вернуть. То есть по факту эта сумма лежала до того момента, как на данном налоге, на данном обязательстве не возникнет какой-нибудь долг. Теперь этого понятия нету с единым налоговым счетом. Когда бы налогоплательщик не оплатил, все это является актуальным, все это учитывается при погашении задолженности, погашении текущих начислений. То есть никакого единовременного наличия переплаты или задолженности. Теперь все долги налогоплательщика аккумулируются в одной единой корзине. Также в налоговой инспекции рассказали о внесенных изменениях в региональные законы. В закон о транспортном налоге внесено изменение, предоставлена льгота гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации. В отношении этих граждан, членов их семьи, предоставлена льгота по транспортному налогу в отношении одного транспортного средства. Льгота предоставлена на период 2021-2022 год. Были внесены изменения в еще один закон республики – налог на имущество организации. Поправки коснулись первой статьи, а именно налоговой ставки в отношении вновь зарегистрированных торговых комплексов. Налоговая ставка в первый год ввода в эксплуатацию установлена 0%, на второй год 1%, с третьего года и последующие периоды 2%. Как бы это такое большое подспорье для вновь вводимых в эксплуатацию зданий, сооружений. Уровень собираемости налогов Ингушетии за последние 3 года вырос почти в 2 раза. В 2022 году прирост в территориальный бюджет составил 700 миллионов рублей. Все поступающие в бюджет налоги регулируют экономику, расходуются в интересах всего общества и являются главной инвестицией в национальную безопасность. Диана Дударова, Сулейман Костоев. Новости 24.